Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в центре Дамукин СТГ, филиала номер 11 по обслуживанию детей КГУ Централизованной библиотечной системы города Караганды. И сегодня наша встреча посвящена Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения, специализированного учреждения, координирующего глобальные действия по борьбе с болезнями. В этот день тысячи людей отмечают важное здоровье для продуктивной и счастливой жизни. Ежегодно в этот день Всемирная организация здоровья пользуется случаем для повышения осведомленности населения в отношении какой-либо важной глобальной темы. В разные годы темы были различны. Защита здоровья от климата, глобального потепления, от изменений в климате. Сегодня же для всех нас важная тема является, как жить и оставаться здоровым в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. Чтобы помочь нашим читателям и их родителям адаптироваться в этой непростой ситуации, мы пригласили к нам специалистов КГП поликлиники номер 1 города Караганды, Равшнайдер Тамару Степановну, иммунолога, и психолога Ибраеву Каламкас Аманжоловну. Добрый день, дорогие наши гости. Цель нашей беседы со специалистами – предложить вам рекомендации и советы, которые помогут оставаться и физически, и психологически здоровыми, а также разъяснить некоторые необходимые меры предосторожности для каждого человека. Итак, крайне непросто жить в постоянно меняющейся ситуации. Многие не успевают адаптироваться. Переизбыток негативной, конечно, не безоснованной информации может стать причиной многих заболеваний, причиной снижения иммунитета. Может, стоит избегать информационного перенасыщения? Давайте обратимся к специалистам. И наш первый вопрос – как справиться с тревожными мыслями в период карантина? Наверное, это вопрос к психологу, да? Каламкас Аманжоловна. Да, когда возникает чрезвычайная ситуация, то тревожность может возникать либо из-за недостатка данных, либо от слишком большого количества противоречивых информации, слухов. Лучше выбрать для себя какой-то один проверенный, достоверный источник, из которого вы будете узнавать о текущей ситуации. Старайтесь ориентироваться только на объективные критерии. Хочу еще добавить, подумайте о том, что вам нравится делать, и выделите время для этих занятий. Кому-то общение с близкими, друзьями, когда можно выговориться. Для кого-то самый хороший способ – это медитация, слушать спокойной музыки. Для кого-то чтение или онлайн-экскурсия в театр, в библиотеку. Или в музей можно, онлайн режиме можете сходить. Старайтесь общаться с позитивными людьми. Если при общении с кем-то ощущаете, что уровень вашей тревоги растет, лучше по возможности временно исключить такие контакты. Оставайтесь на связи с семьей, с друзьями, с помощью своих гаджетов, социальных сетях, через Инстаграм, через видеозвонок. Вот так можно общаться. Позаботьтесь о себе и своем физическом здоровье. В это время особенно важны здоровый сон, умеренная физическая активность, правильное питание, соблюдение имеющих врачебных рекомендаций. Это нужно для того, чтобы организм смог при необходимости справиться с вирусом. Научитесь переключаться. Если вы замечаете, что у вас уже несколько часов прикручиваются в голове тревожные мысли, попробуйте переключаться на то, что доставляет вам положительные эмоции. Например, смотреть хорошие такие комедийные фильмы, прочитайте книгу, проиграйтесь с ребенком. Не только думать о вирусе, вот так можно подумать. Или когда вот сильная тревога, можете сделать дыхательное упражнение. Так могу сказать. Спасибо большое за ответ, такой содержательный. Вот мы работаем с детьми, тоже наша организация, филиал наш работает с детьми. И в своей работе мы руководствуемся дифференцированным подходом, потому что мы наблюдаем за детьми и видим, отмечаем детей разных возрастов, с определенного времени появляется и личная жизнь, и желания, и интересы, и какие-то, конечно, личные переживания, которые не заглянешь как в открытую книгу. И дети, они не всегда готовы поделиться со взрослыми этим. Может быть, не хотят расстраивать или еще что-то. Да? Но тревожные мысли у них тоже возникают, и они должны найти какой-то выход. Да? Вот в условиях карантина, в условиях каких-то ограничений, как помочь ребенку в кризисной ситуации
том числе в ситуации вот, ограничений карантина, когда существуют такие запреты. Как объяснить им, что туда нельзя, сюда нельзя ходить? Каких принципов разговора с ребенком нужно придерживаться вот родителям? Мгм. Да, когда вот действительно карантин, дистанционное обучение, здесь главную роль играют наши родители. Родители, если сохраняют, вот, поддерживает доброжелательные семейные отношения, то ребенку тоже, ну, комфортно дома. Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком, знать, можно обсуждать о будущем, можно или дальнейшие планы. М, С ребенком надо регулировать эмоции, физические активность можно добавлять. Научить ребенка выражать свои эмоции в социальных приемлемых формах. Например, если у ребенка агрессия, если увидим агрессию, то можем добавлять мы домашнее задание, как уборка, стирка, вот можно на это туда ушло. Активные виды спорта или душевные переживания, например, разговор с домашним, с мамой, с папой, с дедушкой, вот так. Так. Еще можно творческий труд ребенку. Когда ребенок сделает один, это домашнее задание или творческие занятия, ему будет скучно, надо семейным. Как-то театр организовать, каждый надо играть свою роль, мама, папа, Творчески подойти, в общем, да, к этому, подойти, да, да. процессу. И всегда поддерживать ребенку, что если он в маленьком некомфортном доме, ну, в этом как вакууме, если мы скажем, в квартире в вакууме он живет, иногда надо не запрещать ребенку, что хочет он, что хочет, что желает, надо как-то запустить ребенку вот так. Разрешить, в общем, Да, да, разрешить, разрешение да. дать на это. Мгм. Мгм. Вот, Спасибо роль большое за родителя, ответ. да. Вот как раз вы говорили о том, что очень важно позитивное мышление, да? Оно, как мне кажется, поможет в любой ситуации, да, и в плохом Да. можно разглядеть хорошее. Но люди все разные, один мыслит позитивно, а у другого просто нет таких внутренних ресурсов, чтобы спокойно перенести вот непростую ситуацию. И он реагирует неадекватно, может быть, излишне возбужденно, излишне эмоционально. Вот как научиться думать позитивно, может быть, какие-то простые советы вы еще дадите? Самый простой совет, можете начните утром с аффирмации, вот, позитивных высказываний. Скажите с утра сами себе, что у вас все получится, что вы всего достигнете, что вы себя любите. Вот это самое простое мышление позитивное. Вспомните все хорошее, что у вас есть. Поблагодарите за Вселенную, что у вас крыша над головой, что у вас работа, что у вас семья, что у вас любящий муж или, ну, половина людей на планете, 50%, нет, что у вас есть. Есть хорошее Да. что-то, да? Да. И не забывайте про эффект бумеранга. Чем больше вы искренне желаете к другому добрее, вам возвращается это добрые дела. То есть мы своими мыслями запускаем импульс положительный из себе, да, Да. на какой-то позитив. И в то же время, если мы к другим по-доброму относимся, этот позитив тоже к нам и вернется. Или простой можно завести ежедневный дневник успеха. Что вы достигли, что вы на сегодня сделали, вот так можно отмечать, и вы себя потом примечать, написать, что вы молодец, или вы я счастлив. Похвалить себя. Похвалить себя. Спасибо большое, хорошие советы, такие позитивные. Вот сейчас в случае, когда в местности, в любой местности зарегистрируется распространение COVID-19, да, то необходимо соблюдать, как все мы и делаем, простые меры предосторожности. То есть держаться на безопасной дистанции от окружающих, носить маски, перчатки. И очень много споров идет, в том числе вот каких-то личностных, межличностных разговорах и среди наших посетителей библиотеки, которые довольно-таки скептически относятся к носке масок и говорят, не нужно носить, это нас не спасает. При этом некоторые люди, даже когда они находятся одни в одиночестве, идут по улице, когда можно дышать озоном, они идут в маске. Вот в каких случаях следует носить маски? Необходимо ли носить маски постоянно или в местах скопления людей?
Кто это ответит на вопрос? Давайте. Тамара Степановна, Да. пожалуйста, иммунолог наш. Вот мое личное мнение, маски в местах скопления людей, в непроветриваемых тесных помещениях. Маски носить нужно обязательно. Мы не знаем, вот, например, мы пришли в ваше помещение, мы не знаем, как часто вы его проветриваете, понимаете? Вот нас 5 человек, мы общаемся. Маски носить нужно обязательно в местах скопления людей, в непроветриваемых помещениях. И маски, если уж вы утром одели или там куда-то выходите и одели маску, вы должны в этой маске, если эта маска такая, как у меня, вот, эта маска рассчитана на 8 часов. То есть в течение рабочего дня я ее не снимаю. Но есть маски, вот как на уважаемых собеседниках одеты, одноразовые, которые носятся в течение 3 часов. Если, коль вы одели маску, вы должны ее правильно одеть. Вы должны взять за веревочки вот эти, одеть маску на уши, прижать клипсу к носу. Правильно одетая маска – это если закрыт нос, рот и подбородок. Если у вас открыт нос, если подбородок не прикрыт, эта маска вас не защитит. Потом смотрите, мы одели маску, часто мы какую картину наблюдаем? Идут люди по улице, одни, маска стянута на подбородок. Все, эта маска уже вас не защитит. Если вы, нося маску, дотронулись руками до поверхности внешней к маске, все, понимаете, у вас уже руки грязные, у вас маска уже, вы должны обязательно помыть руки. Маска носится не сдвигая. Если мы ее сдвигаем, мы себя не защищаем. Потому что коронавирусная инфекция – это очень высококонтагиозное заболевание. Путь передачи у нее воздушно-капельный, вы сами знаете. Вот. Маска должна носиться. Если вы дотронулись руками, руки обязательно помыть. Снимается она тоже правильно. Берете за вот эти завязки, оттягиваете и снимаете. Вот эту свою маску, которую вы будете утилизировать, вы должны поместить в полиэтиленовый мешочек, завязать и кинуть в бытовые отходы. Понимаете? Если вы ее дома снимете и просто кинете, это тоже дома угроза для ваших окружающих. Поэтому маски носить обязательно нужно, но носить их нужно правильно и правильно утилизировать. Спасибо большое. Очень полезная информация. А вот сейчас мы все слышим еще информацию о вакцинации. Вакцины взаимодействуют с иммунной системой, в результате чего формируется такой иммунный ответ, да, любого организма, и идет аналогичная иммунная реакция на естественную вот эту инфекцию. Безопасны ли вакцины? Стоит ли бояться вакцинации? Потому что вот наши посетители, родители в том числе, они многие выражают такую мысль, что они не будут вакцинировать своих детей, не будут вакцинироваться сами. И очень актуален сейчас этот вопрос для всех нас, и для нас в том числе. Вот объясните нам, как специалист, стоит ли бояться вакцинации, и проходит ли вакцинирование уже в пределах вашей поликлиники номер 1? Прежде всего хочу сказать, что вакцинация основана на доказательной медицине. То есть не просто так привезли нам вакцину, далее мы делаем. Проведены определенные исследования о безопасности вакцинации. Прежде всего хочу сказать, кому нельзя прививаться. Мы не вакцинируем на данный момент детей до 18 лет. Мы не вакцинируем беременных женщин, это является противопоказанием. Мы не вакцинируем кормящих мам, это противопоказание. Мы не вакцинируем лиц с острыми заболеваниями на период вакцинации и с обострением хронических заболеваний. Всех остальных мы вакцинируем. То есть мы вакцинируем хроников в период стойкой ремиссии, когда у них нет обострения. Мы вакцинируем после вирусной инфекции переболевших по выздоровлению, обязательно вакцинируем. Вот. У нас на базе нашей поликлиники на улице Крылова, 44, организован центр вакцинации. Этот центр вакцинации у нас обслуживает 3 поликлиники, население 3 поликлиник. Это КГП поликлиника номер 1 наша, потом поликлиника МИРАС, частная клиника МИРАС и 8-я поликлиника. В этом центре вакцинации созданы все условия для вакцинации.
Работает 6 прививочных кабинетов. Работает 3 кабинета до прививочного осмотра. То есть там сидят доктора, общие терапевты общей практики и осматривают пациентов. Прежде чем получить вакцину, вы подходите в регистратуру, вас регистрирует оператор, дает вам талон, дает вам документы такие, как добровольно информированное согласие, которое вы заполняете, и заполняете анкету. То есть в анкете вы указываете, отвечаете на вопросы, указанные в анкете. Эти вопросы в основном по заболеванию, стоите ли вы на диспансерном учете, болели ли такой инфекцией. В общем, вы отвечаете на этот вопрос, подписываете добровольно информированное согласие и с этими документами заходите на прием к доктору. Доктор вам обязательно делает общий медицинский осмотр, то есть осматривает вашу соматику, нет ли температуры, измеряет, нет ли высокого давления, измеряет сатурацию кислорода. Вот. И после этого дает заключение, что да, человек годен к вакцинации. Вы подходите к кабинету вакцинации, для вас начинают размораживать вакцину, потому что я немножко позже скажу все о вакцине. И после разморозки вакцины вас регистрирует медицинская сестра прививочного кабинета, ваши документы, и делают вам прививку. После этого вам выдается бейджик, что вы провакцинированы и в течение 30 минут должны находиться в зале постпрививочного наблюдения. По истечении 30 минут, если у вас никаких жалоб нет, вам дают памятку о том, что вам сегодня сделана вакцинация, и определяет дату введения второго компонента. В случае, если появляются какие-то в течение 30 минут какие-то неприятные ощущения, либо необычные реакции, оборудован кабинет неотложной терапии, где работают высококвалифицированные специалисты, способные оказать неотложную экстренную помощь. Ну вот так вот. Ну, спасибо, очень содержательный ответ. Если хотите, по вакцине могу немножко сказать. Да, скажите, вот что за вакцина, какую вакцину? Так, вы вакцину применяете? мы прививаем, прежде всего, вакцинация против коронавирусной инфекции это идет в 2 этапа. То есть первый этап вводится первый компонент вакцины, через 21 день без учета дня вакцинации проводится вторая прививка, делается. Это второй компонент. Вот я вам принесла, просто это пустая коробочка. Вот Гамковид-Вак. Вакцина российская, но произведена на нашем Карагандинском фармацевтическом комплексе. Вакцина вся имеет сертификат соответствия качества, как первого компонента, так и второго. Одобрено все председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. То есть это безопасно. Это все стерильно, безопасно и доказано. Поэтому вакцинации бояться не нужно. Все очень хорошо отслеживается. Получили вы прививку. Вся информация о том, что вы привитые, идет, доводится до врача вашего участкового. В течение 3 дней после вакцинации участковая служба обязательно вас обзванивает, спрашивает о вашем самочувствии, отмечает, есть ли какая-то реакция. Все это фиксируется. Потом все сведения о сделанной вакцинации вы можете потом получить и посмотреть. После того, как вам сделали вакцинацию, вам приходит сообщение, что вы сегодня провакцинированы, и дата дня следующей вакцинации, получения второго компонента. Поэтому это будет электронный паспорт здоровья. Кстати, вот у меня есть, я не перенесла. Это электронный паспорт здоровья вы всегда можете видеть. И всегда это будет электронный такой документ о том, что вы действительно привиты. Фальсификации тут никакой не может быть. Везде стоят в кабинетах камеры, работают специалисты, обученные этой вакцинации. Однозначно призываю вас вакцинироваться, бояться вакцинации не надо. Я лично сама привилась и привила всю свою семью. Никаких тяжелых побочных действий не было.
На момент наш центр вакцинации работает с 18 марта. Каких-то необычных постпрививочных реакций не отмечалось. Но реакции, может быть, там допустимые и часто встречающиеся реакции – это местная реакция, которая проявляется в виде уплотнения, покраснения, незначительной дискомфорта. И может быть общая реакция – это слабость, какая-то потливость, ломота в суставах, может быть, такое. Но все эти реакции в течение 3 дней проходят. То есть никакого специфического лечения это ничего не требует. Спасибо большое, Тамара Степановна, вы дали такой профессиональный, грамотный ответ. Я думаю, что многие наши посетители, родители в том числе, после вашей беседы с вами, они будут мыслить позитивно, не бояться вакцинации, тем самым это будет залог здоровья и их самих, и их детей. И мы благодарим вас за ответы, за советы, которые вы нам дали. И я думаю, что наши читатели, наши пользователи, в том числе, обратятся и в вашу поликлинику, те, кто относятся, и провакцинируются. Мы же, в свою очередь, хотим обратить внимание наших читателей на представленную здесь еще в нашем зале выставку, посвященную Дню здоровья, и на которой представлены издания, которые помогут вам оставаться здоровыми, в том числе. В них вы найдете кладезь также советов, информации о здоровом питании, о пользе природных витаминов и занятий спортом. Мы всем желаем здоровья в День здоровья. И в качестве позитивного действия предлагаем вам посещать культурные учреждения в том числе. Здесь было очень много советов от психолога, от Каламкаса Манжуловны, как вести себя в этой ситуации, в ситуации карантина. В том числе мы предлагаем вам посещать культурные учреждения, библиотеку. Здесь вы можете приобщить детей к чтению, узнать много нового, интересного, приятно и комфортно провести время в кругу семьи или в кругу друзей. Поздравляем всех с праздником здоровья. До свидания. Будьте здоровы!